Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. В нашей программе мы достаточно подробно и детально рассказываем вам об успешных компаниях реального сектора. И у зрителя, уверен, возникает резонный вопрос: а в чем секрет их успеха и стабильной работы? И сам вопрос, и тем более ответ на него, на самом деле не самый очевидный и простой, как может показаться на первый взгляд. Успех этот – понятие комплексное и многофакторное. Тут и важен фактор эффективной работы команды управленцев предприятия. От него многое зависит, в том числе и благоприятный микроклимат внутри трудового коллектива. Внешние риски и умение их преодолевать – еще одно ключевое условие для успешной работы компании. Я повторюсь, путь к успеху всегда сложный и тернистый. Но есть еще один фактор, который не стоит сбрасывать со счетов, а именно востребованность бизнеса. Кризисы приходят и уходят, а потребность людей в определенных товарах и услугах компаниях остается. Более того, есть отрасли, востребованность которых с годами только растет. А значит, перспектива развития, скажем, тоже нефтехимии просто колоссальны. Эксперты подтверждают этот прогноз, но я вам сейчас приведу другой пример. Вы знаете, что из любых 5 предметов, которые нас окружают в любой момент времени, 4 созданы благодаря нефтехимической промышленности. То есть, по большому счету, нефтехимия – это важнейшая отрасль, которая из ископаемых углеводородов создает осязаемый мир. Все, что нас окружает – бытовую технику, автомобильные шины, пластиковые окна, непромокаемую обувь, подвесные потолки, одноразовую посуду – список можно продолжать бесконечно. Теперь вы понимаете, какое значение нефтехимия занимает не только в экономике Татарстана, всей России, да и в мире она на ведущих позициях. Эти люди определяют наше настоящее и создают будущее. Сегодня в центре нашего внимания одно из ведущих нефтехимических предприятий не только Казани, Татарстана, но и всей России. ПАО «Казаньоргсинтез». И мы постараемся рассказать максимально доступно и интересно о сложном. Познавательный урок промышленной химии для взрослых прямо сейчас на телеканале ТНВ в программе «Реальная экономика». В любой магазин придете, вся упаковка практически из полиэтилена. Упаковка, начиная от пищевых продуктов и заканчивая косметикой и так далее. Весь ассортимент наших труб он используется для водоснабжения. Выпускаем ассортимент труб диаметром от 32 мм до 1200. «Казаньоргсинтез» более 1 миллиона тонн товарной продукции в год. Что конкретно производит на крупнейшем в Казани производстве и как эта продукция используется в народном хозяйстве? Особенность этого процесса в том, что полимеризация этилена происходит в высоком, даже можно сказать, сверхвысоком давлении, около 2000 атмосфер. Технология успеха. Из каких заводов состоит «Казаньоргсинтез» и как они связаны между собой? Специалисты расскажут подробно. 1 миллион тонн этилена, 1 миллион тонн полиэтилена. Вот это среднесрочная перспектива «Казаньоргсинтез». Перспективные планы на будущее. Почему казанские химики не боятся конкуренции? К вопросу о промышленной химии. Не знаю, станет ли для вас информация эта новой или неожиданной, но факт остается фактом. Детские игрушки, лекарства, одежда и даже некоторые пищевые продукты имеют в составе нефтяные компоненты. Да, именно так. Из нефти производят не только самый очевидный продукт – различные топлива – бензин, керосин, мазут, дизельное топливо. Хотя объективности ради нужно отметить, что именно бензин является самым распространенным нефтепродуктом. На него приходится, по оценкам экспертов, около половины от всего объема производимых из нефти изделий. На втором месте по популярности пластмассы. И это, надо понимать, целый набор приятных мелочей, начиная от пакетов для еды и заканчивая спортинвентарем, детскими игрушками и гаджетами. Если вы посмотрите вокруг себя, то обнаружите, что многие вещи, ежедневно оказывающиеся у вас в руках,
хотя бы частично изготовленной из пластмассы. От вашего планшета до бутылки с газировкой. Сегодня пластик окружает нас повсюду. Примерно 10% от общего потребления нефти в мире идет на его производство. Этот список востребованных продуктов можно продолжить. Человек научился пускать в дело практически все, что связано с переработкой нефти. Ну, например, одежда и ткани. Большинство синтетической одежды, которая находится на вас, сделано из искусственной ткани, волокна которой – это производные нефти. Эти нити долговечны и просты в использовании. Моющие средства, медикаменты, косметика – все это товары, которые в основе имеют компоненты, произведенные из нефти. Асфальт. Дороги, по которым мы ездим, в своем составе также имеют много нефтепродуктов. Одним из основных ингредиентов асфальта является битум – полутвердая форма нефти, похожая на липкую черную смолу. Лакокрасочные материалы, электрические кабели, синтетические удобрения и даже, вы удивитесь, жевательные резинки, которые мы так любим использовать для свежести дыхания, имеют к нефти, вернее, к производным от нефти самое непосредственное отношение. Ну и теперь вы понимаете, каким колоссальным богатством располагает наша республика, которая не только добывает нефть, но и имеет и постоянно развивает собственный нефтехимический комплекс. Это наше достояние в любом случае, наша доходная база. Хотя в Татарстане есть четкое понимание, что в вопросах углубления переработки нефти и нефтепродуктов, развития химической промышленности нам нужно двигаться еще дальше. И этот процесс по планам республики необходимо вести одновременно с амбициозным увеличением базовых мощностей. Казаньоргсинтезу здесь отводится особая роль и значение. Многие думают, что казанский органический синтез производит только химические вещества. Однако даже в быту мы нередко сталкиваемся с результатами деятельности этого предприятия. Пластиковые крышки, тазы и даже детские санки. Сырьем для всех этих изделий служит именно продукция «Казаньоргсинтез». Товары и вещи, которые появляются на свет благодаря Казаньоргсинтезу – это тысячи наименований. Ведь только само предприятие изготавливает 170 видов продукции. Основными направлениями работы Казаньоргсинтеза является производство этилена, бисфенола А, фенола, полиэтилена высокого и низкого давления, а также поликарбоната. За этими сложными химическими названиями скрываются вещи, которые мы ежедневно используем в быту. Именно эти химические вещества и полимеры в дальнейшем используются для производства фармацевтических препаратов, косметики, клея для бумаги и дерева, герметизирующих покрытий, полиграфии и так далее. Список можно продолжать очень долго. Кто бы мог подумать, что одно предприятие может объединить абсолютно разные сферы промышленности, производства и нашей жизни. Если посмотреть в общем, то основные мощности Казаньоргсинтеза направлены на производство поликарбоната и полиэтилена. Последний, к слову, изготавливается разными методиками – под низким и высоким давлением. Сырьем для производства гранул полиэтилена служит этилен, который также получают на заводе Казаньоргсинтеза. Благодаря такому соседству предприятию удается снизить затраты на транспортировку материала. Два разных производства создают продукцию с уникальными свойствами. Полиэтилен низкого давления является одним из лидеров на рынке химической продукции, так как почти каждая упаковка изготовлена именно из него. На сегодняшний день мы отгружаем в сутки от 1600 тонн до 1700 тонн полиэтилена низкого давления, который используется в широком спектре производства. В любой магазин придете, вся упаковка практически из полиэтилена. Упаковка, начиная от пищевых продуктов и заканчивая косметикой и так далее. Однако из маленьких гранул создает и важные коммуникации. Так, например, полиэтиленовая труба удобна в монтаже и дольше может сохранять свои характеристики, так как не подвергается коррозии. Весь ассортимент наших труб он используется для водоснабжения. В зависимости от диаметра может использоваться и как магистральные трубопроводы для транспортировки воды на большие расстояния. Это преимущественно трубы большого диаметра. И также при строительстве в качестве непосредственно подачи воды для потребителей. Выпускаем ассортимент труб диаметром от 32 мм до 1200. Сейчас эксплуатируется 10 экструзионных линий. Общая годовая мощность 26 тысяч тонн в год.
Еще одной гордостью градообразующего предприятия является завод полиэтилена высокого давления. Здесь изготавливаются гранулы, которые в дальнейшем применяются по необходимости. По своим свойствам этот продукт более мягкий, эластичный и прозрачный. Такие характеристики позволяют использовать сырье в разных сферах. Упаковочные пакеты, пленка, термоусадочная пленка, тепличная пленка, литьевые, экструзионные изделия. Ну, то есть область применения его немножко иная, чем полиэтилен низкого давления. Он более жесткий полимер, более прочный. На бытовом уровне вы сами можете почувствовать это полиэтиленовые пакетики. Есть шуршащие пакетики, есть полиэтилен такой мягкий. Так вот, мягкий полиэтилен – это наш полиэтилен высокого давления. Еще один продукт, производимый на заводе полиэтилена высокого давления – это савилен. Традиционно из него изготавливают прозрачные пленки, выдувные изделия, оболочки для кабелей и игрушки. Его можно использовать для изоляции стальных труб, покрытия тары из бумаги и картона. Привычные всем крышки для соленьев – тоже савилен. Обувь, стельки и сланцы получаются благодаря соединению савилена с другими полимерами. В электротехнике это чудо-соединение используют для внешней изоляции проводов. Еще одна область его применения – это производство различной печатной продукции. Стратегически важным производством на Казань-Оргсинтез является и завод по производству поликарбоната. Главные свойства этой продукции – гибкость, высокая ударопрочность и сохранение столь уникальных свойств при разных температурах. Стоит отметить, что Казань-Оргсинтез является единственным производителем поликарбоната в России и странах ближнего зарубежья. В отличие от своих собратьев, заводов полиэтилена, технический процесс поликарбоната проходит несколько иначе. Подробнее об этом расскажем чуть позже. Однако нельзя не подчеркнуть универсальные свойства материала. Внешне этот полимерный пластик напоминает маленькие стеклышки, однако по уровню прочности значительно превосходит стекло. Поликарбонат отличает такие свойства от остальных пластиков, как высокая ударная вязкость и очень хорошая прозрачность. Если сравнивать его со стеклом, то он легче в 200 раз, чем стекло. Казанский поликарбонат пользуется большой популярностью, потому зачастую продукция Казань-Оргсинтеза производится сразу под заказ. А это значит, что на предприятии нет простой и невостребованной продукции. И это значительный фактор в столь непростой экономической ситуации в мире. В дальнейшем, на первый взгляд, хрупкие гранулы поликарбоната мы можем встретить в виде витрин в магазинах, защитных очков, автомобильных фар и пуленепробиваемых стекол на машинах. Кроме того, он незаменим при строительстве теплиц и остеклении беседок. Поэтому даже у себя на даче можно встретить поликарбонат, производимый на предприятии «Казань-Оргсинтез». Каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятия-лидеры. Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Сегодня компания «Казань-Оргсинтез», входящая в группу ТАИФ, один из лидеров нефтехимической отрасли в масштабах всей России. Об этом говорят и показатели предприятия. На его долю приходится 40% всего российского полиэтилена и 100% производства отечественного поликарбоната. По всем другим позициям, а «Казань-Оргсинтез», напомним, выпускает более 170 наименований продуктов, предприятие также одно из ведущих в стране. Впрочем, задача не просто не снижать темпов развития, а напротив амбициозно наращивать свое присутствие как внутри России, так и на зарубежных рынках. Сейчас эти цели казанским нефтехимикам вполне по силам, ведь для этого создана хорошая технологическая база. Раскинувшись на территории в 4,2 квадратных километра, Казань-Оргсинтез представляет огромный, точно отлаженный производственный механизм или масштабную систему, состоящую из множества элементов. Как и в любой системе, элементы находятся в постоянном взаимодействии между собой. Так, технологическая цепочка на предприятии состоит из 6 производственных заводов, объединенных в единый организм. Через них проходят тысячи различных химических элементов, которые, соединяясь, создают новую продукцию. Свое начало производственный процесс на Казань-Оргсинтез берет на заводе органических продуктов и технических газов. Именно сюда, в больших цистернах по железной дороге, поступает углеводородное сырье. Полученные оргпродукты в дальнейшем используют как готовую продукцию для фармацевтической, косметической и металлургической отраслей.
а также для снабжения других заводов Казань-Оргсинтеза. Первые химические превращения происходят уже на заводе этилена. Весь объем полученного этилена передается на заводы полиэтилена низкого и высокого давления. Пропилен, полученный, большая часть его передается на завод бисфенола А. Так, получаемая на выходе продукция Казань-Оргсинтеза берет свое начало на заводе «Этилен». Его основными потребителями являются заводы полиэтилена высокого и низкого давлений. Завод по производству полиэтилена низкого давления состоит из нескольких производственных звеньев, цехов. Изготовление полимерной крошки, которая далее используется как сырье в производстве пластмассовой продукции, происходит здесь, в цехе компаундирования. В чем заключается смысл компаундирования? Это заключается горячее смешивание порошка под температурой с вводом технологических добавок и термостабилизаторов для того, чтобы придать полиэтилену определенные свойства. Вот, в принципе, допустим, вот производство черного полиэтилена, так называемого трубного полиэтилена, с собой представляет смесь, составляющая это технический углерод, окраска в черный цвет и термостабилизатор, для того, чтобы в процессе многократной переработки полиэтилен не терял своих свойств. Приобретя все необходимые свойства, часть полиэтилена отправляется на производство черных труб. К слову, темный цвет продукции достигается также путем синтезирования. В этом случае смешивается полиэтилен и сажа. Как отмечают специалисты, продукция, которая изготавливается из черного полиэтилена, имеет свое преимущество. Специфичный цвет полиэтилена позволяет изделию лучше сохраняться при воздействии солнечных лучей. На Казань-Оргсинтезе на 10 линиях производятся трубы различных диаметров. На изготовление самой узкой трубы уходит 4 минуты. Трубы из полиэтилена выпускаются методом непрерывной шнековой экструзии. Сырье поступает по пневмотранспорту из силосных бункеров. Значит, попадая в экструдер, гранулированный полиэтилен нагревается, расплавляется, гомогенизируется. Значит, проходя через трубную головку, принимает форму трубы и дальше поступает в калибрующую ванну, где принимает окончательные размеры, геометрически охлаждается. Уже на выходе получаются трубы необходимой длины, которые далее отправляются на склад и отгрузку. Другая часть полиэтилена низкого давления отправляется в упаковочный цех, где продукция в равном количестве засыпается в мешки, запечатывается и по транспортирующим линиям отправляется на склад. Здесь из готовых мешков уже формируются блоки, которые обтягиваются пленкой и отправляются покупателям. Сами мешки для фасовки также производятся на территории завода полиэтилена низкого давления. Специальное оборудование, производящее рукавную ФФС-пленку, появилось на предприятии в марте этого года. Тогда в торжественном открытии уникальной установки принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Группа компании ТАИФ – это крупнейший производитель полимеров, ДС-2 комбината и каучуков. И весь этот продукт, он нуждается в современной упаковке. И все это покупалось. Это полностью внутри группы они обеспечивают производство современного упаковочного материала. Производительность машины 400 килограмм в час. Далее на этот рулон мы наносим флексографическую печать на следующей машине, где ставится наш логотип. После этого формируется боковая складка, и после этого мы его отвозим на рассосущую упаковочную машину. Этилен как сырье поступает и на завод полиэтилена высокого давления. Здесь производство осуществляется под высоким давлением по двум технологиям – в автоклаве и трубчатом реакторе. За счет этого завод производит сразу несколько различных видов продукции. Здесь мы находимся в операторной, где получается полиэтилен в трубчатом реакторе. Особенность этого процесса в том, что полимеризация этилена происходит в высоком, даже можно сказать, сверхвысоком давлении, около 2000 атмосфер. То есть это сложно представить, но это такое высокое давление в реакторе и высокая температура, около 250-300 градусов. У нас на заводе есть еще один процесс получения полиэтилена – это автоклавный процесс. Условия тоже достаточно высокие, высокое давление, высокая температура, но за счет добавления еще перекисных инициаторов у нас получается полиэтилен. В год в автоклавном реакторе производится около 77 тысяч тонн, в трубном – 140 тысяч тонн. Готовая продукция также отправляется на упаковку и отгрузку. Один из самых востребованных в мире полимеров производит также на Казань-Оргсинтезе. Речь идет о поликарбонате. Для его получения на предприятии работает отдельная связка заводов.
Сырьем для изготовления этого вида полимера служит углекислый газ, окись этилена и бисфенол А. Современный, по последнему слову техники, завод бисфенола А поставляет свою продукцию прямиком на завод поликарбонатов. Этот процесс производства сложный и многоступенчатый, проходя несколько реакторов и приобретая целевые показатели, смешиваясь с определенными добавками, получается расплав поликарбоната. Расплав поликарбоната продавливается через филерную плиту. Филерная плита имеет 80 отверстий для получения стрэнг. Это нити поликарбоната. Эти нити подаются на ванну, в которую направляется поток воды для того, чтобы их транспортировать к гранулятору. Гранулятор нарезает стрэнги на гранулы определенных размеров и далее попадает в сушилку, где отделяется от влаги. Отделенные от влаги гранулы классифицируются, проводится анализ на их соответствие. И только после этого они упаковываются, отправляются сначала на склад, а затем и покупателю для производства. Надо понимать, что быть более активным и по-хорошему амбициозным игроком на рынке «Казань-Оргсинтез» заставляет сама жизнь, вернее, жесткие правила конкуренции. Нефтехимический сектор во всем мире и в России в том числе перспективный и востребованный, а значит привлекательный. «Казань-Оргсинтез» стремится сохранить здесь свои позиции, что непросто, и при этом нарастить экспортные поставки. В цифрах ситуация следующая. В 2017 году ПАО «Казань-Оргсинтез» реализовала продукции на сумму более 72 миллиардов рублей. Из них большую часть, или почти 57 миллиардов, на внутреннем рынке. Причем конкуренция сейчас как никогда острая. В России присутствует несколько производителей и полиэтилена низкого давления, и полиэтилена высокого давления, и линейного полиэтилена. По каждой позиции рынок профицитный. Поэтому все его участники ведут крайне агрессивную ценовую политику. Кроме того, активно действуют импортеры из соседних стран, а ряд спецмарок полиэтилена завозят с европейских заводов. Крупнотоннажные поставки пытаются завести поставщики с Ближнего Востока и Азии. Впрочем, несмотря на ужесточившуюся конкуренцию, «Казань-Оргсинтез» держит марку. Как мы уже сказали, сохраняет устойчивые позиции на внутреннем рынке и наращивает экспорт. В 2017 году компания отгрузила продукцию в адрес потребителей из 32 стран мира. Новыми рынками экспортной отгрузки стали Хорватия и Армения. Также возобновились поставки продукции в Грузию. Финансово-экономические показатели «Казань-Оргсинтеза» в прошедшем году говорят о том, что тренд на устойчивое и поступательное развитие в компании сохраняется. Особенно если оценивать эти результаты в динамике. Мы видим стабильный рост по таким показателям, как капитализация и собственный капитал. Несмотря на внешние экономические факторы, «Казань-Оргсинтез» сохраняет свои позиции на рынке за счет увеличения объемов производства продукции. Кроме того, сейчас предприятие активно применяет наиболее удобные для контрагентов формы поставок. Например, осуществляет доставку продукции прямо до дверей потребителя, чего еще в 2017 году не было. Конечно, учитывая конкурентную борьбу, невозможно реализовать весь объем продукции в России. Поэтому «Казань-Оргсинтез» всегда старается сохранять за собой объем поставок на экспорт на уровне 20-25%. При этом татарстанская компания постоянно расширяет географию экспорта и ведет в этом направлении гибкую политику, развивает европейские рынки и начинает более активно сотрудничать с Китаем. «Казань-Оргсинтез» – это предприятие, которое имеет, хотя и длинную историю, но вот если вы проехали по территории завода, увидели, насколько он выстроен, аккуратен. Значит, даже вот запаха каких-либо нету. То есть это говорит о высокой экологичности, о том, что здесь проведена глубокая модернизация. Это современнейшее предприятие нефтегазовой отрасли страны. Это 1 миллион тонн этилена, 1 миллион тонн полиэтилена. Вот это среднесрочная перспектива «Казань-Оргсинтез». Для этого есть все возможности, для этого есть четко продуманные стратегии, выбранные технологии,
сформированные финансовые схемы. То есть это не просто какие-то идеи, надежды, это вот проработанные вопросы. Амбициозная программа развития ПАО «Казань-Оргсинтез», входящего в группу ТАИФ, подразумевает как модернизацию уже действующих производств, так и создание новых мощностей. Это позволит существенно нарастить объемы прежде всего этилена и полиэтилена при снижении отрицательного воздействия на окружающую среду и затрат по энергоресурсам. Также новое техническое оснащение позволит выработать новые виды марок продукции, улучшив характеристики материалов. Нет сомнений, что «Казань-Оргсинтез» останется одним из флагманов российской нефтехимии, по крайней мере в ближайшей и среднесрочной перспективе. Наше главное преимущество перед конкурентами, как отмечают специалисты, высокое качество продукции. По этому показателю «Казань-Оргсинтез» считается одним из премиальных производителей на российском рынке. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». И я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.